Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня необычный эфир, но полезный – это стопроцентно. Мы будем говорить о родословной. Что такое родословная? Это ключ к пониманию того, где наши корни, чем занимались наши далекие предки. Знание своих корней нам дает ощущение уверенности в себе в наше очень неспокойное время. Поэтому, наверное, сейчас много людей начали искать свои корни. Мы сегодня пришли в Национальный архив Республики Саха-Якутия и разговариваем с ведущим архивистом, начальником отдела информационных услуг Национального архива с Екатериной Анатольевной Сергеенко. Екатерина Анатольевна, человек решил заняться поиском своих корней. Какие знания должны быть у него до исследования уже в архивных документах? Можно провести работу у себя в своей семье. Расспросите родственников, дальних родственников, ближних родственников. Как звали дедушек, бабушек, как жен звали, где они жили. Посмотреть семейные альбомы, семейные архивы. То есть там те же удостоверения, почетные грамоты. Можно узнать названия колхозов, где люди работали, например. Может быть, какой-нибудь дальний родственник у вас уже делал родословное, у кого-то в семейном архиве есть. Уже можно начинать собирать материалы. Потом у нас сейчас издается много литературы по истории улусов, наслегов, отдельных семей и родов. То есть можно посмотреть в Национальной библиотеке, на сайте Национальной библиотеки, как назывались, например, наследие хотя бы 100 лет назад, из чего можно у нас начать. Ну и провести такую работу, и можно уже к нам приходить. Ну вот я к вам пришла, простой житель города Якутска. По отцу мы знаем примерно, а по матери вообще там темный лес. У меня родственники по матери с Мегино-Кангаласского улуса. Мегино-Кангаласский улус, это до революции был Мегинский улус. Там существовали 3 мельжахсинских наслега. Первый мельжахсинский, второй и третий. Значит, обычно поиски у нас начинают с имеющихся переписей населения, а перепись у нас первая имеющаяся, это 1927-28 годов. Вот она у нас, материалы по семейный список. Которые есть в Национальной библиотеке. На нашем сайте и Национальной библиотеке есть эти переписи. А вот это вот оригинальный документ. Документы у нас все практически в единственном экземпляре. Человек получает доступ к этому документу, открывает и начинает листать. Вот здесь указано дата составления, списки жителей. Первый мельжахсинский наслег, Мегинский улус, 1927-28 год. По семейному списке что есть? Указана глава семьи, фамилия, имя, отчество, возраст, его жена, имя, отчество, возраст и все дети. Не в алфавитном порядке. То есть вы приходите и у нас в нашей программе смотрите этот список, ищете свою семью. Знаете, как звали дедушку? Герасимов, Иннокентий, Никифорович, а в некоторых, Гаврилевич. Смотрите, здесь фамилии Герасимовых, несколько семей больших. Так, и вот, например, вы доходите Герасимов Иннокентий. Вот, Герасимов Иннокентий. Ух, как хорошо написано тут. Глава семьи, вот, 36 лет. Ему. Да, ну вот здесь указано, что ему 36 лет. Жена Евдокия, дочери Елена, сын Николай, еще одна Елена, Петр, Егор, отец Никифор, мать Дарья, брат Николай, видимо, сестра Феврония, еще сын Иван. Вот большое семейство вместе проживали. Как отсюда идет поиск? Человеку здесь 36 лет. Значит, отнимаем возраст, 36 лет с 27, значит, год рождения. И мы смотрим метрические книги церковные, где записывали, кто когда родился, женился и умер. Также можно посмотреть другие имеющиеся материалы переписей. Например, в 1917 году проводилась сельскохозяйственная перепись. Составлялись карточки сельскохозяйственные, и у нас, например, есть очень много дел первого мельжахсинского наслега. Здесь как раз кекченский род, или кикчанский род, как писали. Это тоже у нас есть в электронном виде. Вы в компьютере получаете доступ и начинаете листать. В переписном листе здесь указывалось название наслега, название рода, глава семьи, имя, фамилия, отчество. Состав семьи, имен не было. Писали хозяину там 25, жене 23 года, дочке 0, значит, то есть младенец. Указывалось количество скота, количество земли. Здесь можно узнать, сколько было.
Ну, например, ваш Герасимов Никифор, он жил со своим в 27 году, то есть это за 10 лет до той переписи. Ему 26 должно быть, если считать, брать возраст, который указан в переписном листе. Здесь есть хозяйство Герасимова Никифора Петровича. Уже его отца. Да, здесь указан хозяин, возраст, брат и сын. Сыну указано 21 год. То есть возраст по переписному листе 27 года прибавили несколько лет. Указано, сколько жене лет, сколько невестке лет. То есть тут еще они молодые, получается, недавно поженились, наверное. Метрические книги. Можно найти запись о бракосочетании вот его, например, Иннокентия Никифоровича, или можно найти запись о его рождении. Если брать, что возраст в 1917 указан правильно, то есть он родился примерно в 1896 году. И если посмотреть церковь, у нас в Якутии к 17 году было 124 церкви. Каждая церковь обслуживала несколько улусов наслегов. У нас есть справочник, что можно определить, какой церковь обслуживала ваш наслег. И вот если по справочнику посмотреть, то обслуживала Уссольская церковь. Если брать метрическую книгу Уссольской Николаевской церкви за 1896 год, значит, открываем. Значит, каждая метрическая книга состоит из 3 частей. Часть о родившихся. Здесь записывали дату рождения, дату крещения, имя ребенка, кто родители. Указывалась сословная принадлежность. И вот тут, например, написано. 18 января родился, и 9 февраля крестился Иннокентий. У якуда первого мельжахсинского наслега Гаврила Петрова Герасимова и законной жены его Февронии Прокопьевой. Прокопьевой — это отчество ее, да? Отчество. До революции не использовались современные окончания отчеств. То есть вот Гаврил Петров Герасимов, то есть если сейчас говорили бы Гаврил Петрович Герасимов, и жена его Феврония Прокопьевна. Тут указывались, кто был крестным и какой священник совершил таинство крещения. Ну и какой? Священник А. Аргунов. Уссольская — это где находится? Это река Соло. Да. И где-то в устье стояла церковь. И вот жители первого Мельжахсинского, там, третьего Мельжахсинского, шинхандинских наслегов были прихожанами этой церкви. Тут даже есть заметка, что Иннокентию в 1935 году выдавали справку на основании этого свидетельства. Потому что метрические книги, они находились до 90-х годов в ведении органов ЗАГС, и вот справки о рождении граждан выдавали органы ЗАГС, и прямо в метрических книгах писали, что выданы справки. Также вот в метрических книгах можно поискать, когда у Гаврила Петровича и Февронии Прокопьевны еще дети рождались, найти запись о их бракосочетании. Ну, принцип такой был. 1 год, 1 книга. В часе бракосочетавшихся указывалась дата бракосочетания, жених, фамилия, имя, отчество, сословие, каким браком, 1, 2, 3, возраст, и невеста. Тоже каким браком и возраст. По-моему, не более 3 раз можно было жениться. Мужчины женились с 18 лет, женщины могли выходить замуж с 16 лет. Тут указано вдова там, или 3-м браком, тут все можно узнать. То есть отсюда можно узнать, с какого наслега и какая девичья фамилия была у ваших бабушек. Ну и 3-я часть, это была часть о умерших. Записывали, кто когда умер. Дата смерти, погребения, кто умер, возраст, какая причина, кто совершил таинство и где совершено погребение. Указывались местности, где были погребены. То есть Никифор вместе с женой родили Иннокентия. Иннокентий. Сколько лет было-то? Чтобы узнать возраст, надо найти запись о бракосочетании. Или вот в переписи 17 года возраст у него был указан, по-моему, 60 лет. Вот, так что можно вычесть, когда он родился и в каком возрасте родил Иннокентия. Вы работаете вот с такими материалами переписей, смотрите, кто когда родился, женился. По некоторым улусам наслегам у нас есть за другие годы переписи. Но конкретно, например, по первому Мельжахсинскому материалов переписи вообще очень мало. Даже вот была первая всероссийская перепись населения 1997 года, по Мегинскому улусу не сохранилась у нас этой переписи. Постепенно вы выясняете, когда родился, например, вот отец его, Гаврил, запись находите, там будет указано, как звали его родителей. Это у нас уже получается где-то 60-е годы, 70-е. А дальше мы смотрим такой источник под названием «Ревизские сказки». Вот ревизские сказки, они очень романтично звучат, оказывается, это документы с архива, да? Почему так?
Ревизская сказка от слова ревизия. 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 Сказка, потому что сказывает. Это переписи населения, которые проводились для учета душ для налогообложения, чтобы знать, сколько людей живет, сколько с них брать подати и повинностей. Мы здесь ищем Гаврила. Гаврила. Ага. Или Никифора. Ну, они, наверное, были родственниками, Ага, может видимо. быть, братьями. Тут они, наверное, вот ревизская сказка, самая последняя, 10-я ревизия, была в 1858 году. То есть, получается, это уже за 50 лет до этой ревизии, до этой переписи. Поэтому смотрим, у нас ревизские сказки собраны по делам в одном деле все наслеги. Открываем ревизскую сказку Мегинского улуса. Ну, это бланк ревизии. Наверху указывался наслег, дата, когда заполнялась ревизская сказка. Слева были указаны мужчины, глава семьи, возраст по предыдущей ревизии, возраст по нынешней ревизии. Если умер, то писали «умер». Если родился, писали «новорожденный». С правой стороны записывали женщин. И получается, что одна семья – мужчины и женщины. То есть сыновья, дочери и жены. Смотрите мельжахсинский наслег, ищите. Тоже не по алфавиту, тут все будет вместе. Листайте и ищите. Ага. Вот. Здесь указывались православные имена и указывались якутские имена. Так что можно узнать, какие якутские имена были у предков. Ревизия вот это 1858 года, ревизская сказка. Была ревизия 1850 года, это за 8 лет. Принцип составления был хронологически по-разному. Вот это 9-я ревизия 50 года, тоже есть первый мельжахсинский наслег. Потом была ревизия 1834 года, но у нас в архиве эти материалы не сохранились. Но у нас сохранились материалы 1816 года. Так как вот в этих ревизских сказках указывались все состав семьи, начиная там, может быть, дедушка быть, отец, внуки, то вот этот дедушка в молодом состоянии, он уже может быть в ревизии 1815 года. То есть вы берете ревизскую сказку также Мегинского улуса, открываете, ищете тут мельжахсинских. Название мельжахсинский сохранялось с самых первых годов. Вот она, эта ревизия. Здесь что интересно. Массовое крещение местного населения у нас было в конце 18-го, начале 19 века. Поэтому в самых первых ревизиях указаны еще якутские доправославные имена. И здесь можно узнать, как звали, вот, например, бояр Бахчисов, а по крещении Иван Сивцев. Когда они приобрели эту фамилию Герасимов? Из этой ревизской сказки можно узнать. То есть, например, может быть, там была фамилия, он нам в крещении стал Иван Герасимов, да? А возможно, Герасим это было имя прадедушки какого-то, и оно стало фамилией всех его потомков. Вы смотрите также, принцип такой же, здесь мужчины у нас, здесь женщины, возраст указан, ищите своих. Тоже перелистываете. Почерк, конечно, у всех разный. Вот здесь это еще хороший почерк считается. А бывает, ну, если посмотреть, тут это еще... все в электронном варианте есть? И это тоже все есть в это электронном надо варианте. изучать, сидеть. Да. То есть поиск в архиве подразумевает долгую усидчивую работу. Несмотря на то, что мы используем современные технологии, но мы упрощаем доступ к документам. А вот сам поиск, это уже у нас пока по старинке. Нужно время, чтобы все это составить. Вот это 1816 год. Но самый старый документ с ревизскими сказками Мегинского улуса это 1768. 760. Это середина 18 века. То есть по состоянию чувствуется, что многие не дошли до этой переписи. Да, вот этих ревизий есть не по всем улусам наслегам. Вот, например, самые старые у нас сохранились по Мегинскому улусу, Намскому, Барагонскому, Тунгусам Усть-Майским, Вилюйским. Несколько вилюйских наслегов тоже есть. Первая ревизия, которая у нас в Якутии проводилась. Вот здесь уже получается конкретно некрещенные имена. Почерк тоже. Здесь указывались только мужчины. В первых ревизиях женщин вообще не считали. Они только пошли с 5-й ревизии. Здесь указаны мужчины. Это вот 1768 года. Если тут мужчине 70 лет, то он может родиться в конце 17 века. Вот тут есть прямо мельжахсинского рода. Вначале всегда идет князец, то есть глава наслега волости, а потом уже все жители. Вот здесь люди тоже смотрят и находят своих самых-самых предков. То есть вот постепенно можно вам здесь найти ваших
ранних предков. Это вообще подвиг работать здесь, оказывается, да? Затягивает, наверное. Затягивает это, как бы расследование получается, интерес такой, найти, составить схему предков, кто кого как звали, кто на ком женился. Иногда люди приходят и говорят, что есть вот такие, ну, семейные легенды или фольклорные материалы про род, про человека, и подтверждают, ну, ищут подтверждение в документальных материалах. Можно найти. И вот тут все, тоже весь Мегинский улус, все волости, которые были. Тут еще краска очень хорошо сохранилась. Бумага очень хорошая и чернила. Именно для обеспечения сохранности всех этих документов, вот мы сейчас их смотрим, мы их людям вообще на руки не выдаем. Они у нас все в электронном виде, лежат в хранилищах, сохранности, а люди смотрят электронные образы. Потому что когда мы раньше выдавали в читальный зал дела, ущерб физическим параметрам документа, и если одно дело выдаешь, то уже другой человек его не сможет смотреть. А благодаря современным технологиям одно и то же дело могут много людей смотреть. Самые старинные ревизские сказки. Да. 1768 года. Можно узнать, сколько людей жило, ну, кто были князцами. Вот. То есть упорно надо сидеть, искать. Ну, вот это вот примерная схема поиска. Ага. Раньше люди мало переезжали с места на место. Да, вот то, что можно, если он жил в своем наследии, там он и женился, и крестился, и детей рожал. А если люди переезжали, там, или уезжали на заработки куда-то, то там дети могли вообще в других местах рождаться. Священники должны были, например, те же метрические книги, ну, правильно вести, записывались фамилия, имя, отчество. Некоторые писали просто имя, отчество, некоторые имя, фамилию. В общем, может, ошибки какие-то были. Ну, поиск, люди ведут поиск, так что по этой линии можете как бы поискать и найти. Ревизские сказки, вот это вот фонды. Электронно можно смотреть. Допустим, я ищу этот Мегинский улус, и электронно у меня описи сразу выдают. Да? И как понять, что именно этот документ мне и нужен? Всех людей, которые к нам приходят в читальный зал, мы консультируем, говорим, где лежат ревизские сказки. У нас есть даже список всех ревизских сказок, откуда можно заказать. Есть, где лежат метрические книги. Есть, вот я говорила, справочник по метрическим книгам, какие можно смотреть. Мы говорим, какие переписи есть. И показываем в читальном зале, в компьютерах, как работать с нашей программой. А если человек живет в улусе, и ему интересно, он захочет прямо сесть за свой компьютер и начнет искать, как найти вот этот фонд. У нас на сайте, где есть допуск к программе АИСЛР, архив, у нас есть видеоролики. Мы там показываем, как заказывать дела, как заказывать отдельно перепись 27-го года, как метрические книги заказывать, как ревизские сказки заказывать. Также мы всегда людей консультируем по телефону. Сидим и пошагово, как заказать дело и как с ним работать, тоже консультируем. Но, конечно, основной контингент, который сейчас у нас интересуется родословными, это люди в возрасте. Некоторые вообще как бы плохо знают современные технологии. Но мы рекомендуем, что помощь им оказывало молодое поколение. Дети, внуки. Они им помогают зайти в сеть, заказать дела. То есть это уже семейный проект, получается, поиска. Ну, некоторые говорят, а давайте я так по старинке посмотрю. Но нет, все, что у нас переведено в электронный вид, на руки уже не выдается. Как вы сказали, семейный проект. То есть обязательно должны молодые включиться в это дело, потому что бабушкам, дедушкам сложно. Бывает, электронно, да, искать, но... Ну, это, как бы говорится, практика, да? Ну, в любом возрасте можно научиться работать с компьютерами. Алгоритм примерный. Посемейные списки есть в библиотеке, и у вас после этого начинаем искать ревизские сказки. Последняя перепись ревизских сказок – это 1768, а последняя 1858. 58. Ну да. Вот 90 лет, да? Ну вот да, получается, переписи, какие имеются, смотрим. И параллельно можно смотреть метрические книги церковные. Есть еще один источник, называется у нас «Исповедные ведомости». То есть каждый житель у нас в Якутии был православный, и раз в год должен был быть на исповеди. Священники вели вот такой документ «Исповедная ведомость». Вот это, например, исповедная ведомость Якутского Троицкого собора. До того, как появились церкви в улусах-наслегах, он совершал все таинства
в Мегинских наслегах. То есть священник из города, из Троицкого собора ездил за реку, и часом не стояли, и там он совершал крестил, женил и отпевал людей. Есть исповедная ведомость Якутского Троицкого собора, это 1862 год. Ну, не все, наверное, на исповедь приходили. Но он писал всех. Значит, как записывали? Например, первого мельжахсинского рода, старосты Тимофея Андросова, сородцы, писали глава семьи возраст, жена его имя возраст, дети возраст. И графа, был на исповеди или не был. Всех писали, но кто-то не приходил, кто-то приходил. Кто-то приходил. Вот и здесь записано. То есть по этому источнику тоже можно проследить состав семьи. Тут дети рождались, потом исчезали. Там, например, замуж кто-то выходил или умирал. У нас есть исповедные ведомости с 1822 года, в основном по 1862 год. У нас есть пробел в ревизских сказках, там около 40 лет, и по исповедным ведомостям можно этот пробел несколько закрыть. Это как по семейные списки. Тоже можно узнать состав семей. Но некоторые священники просто переписывали из года в год, просто прибавляли возраст, не точно указывали. Могут быть какие-то в возрастах и именах несходства. Но это можно проследить. Эти исповедные ведомости у нас тоже переведены все в электронный вид. Ежегодно выезжал батюшка, да? Да, выезжал на место, может быть, даже пару раз в год, совершал все таинства, а потом уже там открывались отдельные церкви, вот Усольская, Тюнгюлюнская, Жабыльская, ну, все больше и больше церквей становилось. А вот в городе, например, вот Троицкий собор обслуживал Мегинские улусы, да, Градоякутская Притеченская церковь, Намские улусы ближайшие, Градоякутская Богородская церковь, Западно-Кангаласские улусы, Градоякутская Преображенская и Николаевская церковь, это Восточно-Кангаласские заречные улусы. В Сунтарском улусе, да, там стояла Сунтарская церковь с 18 века, одна на весь улус, а потом уже к 17 году там уже было 6 церквей. Первые, например, метрические книги той же Троицкого собора, они вот, ну, как бы, вот за 30-е и 40-е годы они вот такого размера, потому что очень много было прихожан. А потом там было 3, 4, 5, некоторых 6 приходов, то есть отдельных участков, которые обслуживала церковь. А метрические книги у нас до какого года существовали? Официально у нас как бы царская власть была до 17 года, но советская власть у нас установилась в декабре 19 года. И у нас метрические книги как бы велись еще 19-й, 20-й, кое-какие есть 21 год. Это в каких улусах? По-разному, да. У некоторых церквей уже, например, уже за 17-й год ничего нету, да, а у некоторых есть 21 год. То есть сохранность везде разная, да. То есть если человек родился в 18-м, 19-м, возможно, у него есть метрическая книга. Да. А потом уже, значит, советская власть установилась, и заработали органы ЗАГС, должны были работать. Но там уже свои нюансы пошли, вот работы в 20-х годах. А метрические книги, они же составлялись в 2 экземплярах. Один экземпляр оставлялся в церкви, а второй присылался в Якутскую духовную консисторию. И вот те вторые экземпляры, которые сюда присылались, сохранились в нашем архиве. Вторые экземпляры, некоторые церкви сгорели, исчезли. У нас несколько копий метрических книг есть. В основном это с 1770-х годов. Вот я как раз хочу показать. Самые старые метрические книги. Вот они. Вот метрические книги. Это 1790... какой год сейчас скажу? 79-й год. 1779. Ой, как они скрупулезно, хорошо писали. Да. И вот также. Первые метрические книги, они небольшого формата, да. Если вот я сейчас показывала огромные книги, да, то здесь еще мало народу было крещенных. Ну вот тут тоже формуляр был такой, что вот часть о рождении, часть о бракосочетании и часть об умерших. Что тут написано, допустим? Что так, пишет? Ну, например, Амгинской слободы у крестьянина Алексея Попова родилась дочь, в воспетом крещении наречена Ирина. У оной отец был капитан Федор Нерлов, матерью амгинский канцелярский подканцелярист Осип Востренин. Осипа Востренина, жена его Анна Андреева. То есть тут указано отец, что родилась дочка, и кто был крестным отцом и матерью. Крестного обязательно писали. Да, это вот во всех формулярах, но только в первых это все указывалось как бы в одной записи, а в поздних уже по столбикам пошло.
Вот это, например, Градо-Якутская Предтеченская церковь. Окрещены жители уже Амгинской слободы. Дальше уже Мегинской волости у старшины Петра Васильева Макарова родилась в отпетом крещении сын наречен Николай. Ну, вот это почерк еще хороший, вот показываю. И вот это вот те, кто вот самые первые, кто были крещенные жители. Вы сказали Мегинский, Амгинский, то есть все вместе, Вместе. Да? Надо искать. Да, надо искать. Случайно можно найти, да, тогда? Да. Вот дальше тут, например, Зашиверские есть. Ну вот сколько церквей у нас было в XVIII веке. Вот. Они все, получается, в одном деле. В одном деле. А через 100 лет 10 раз больше. Вот. Это самые старые метрические книги. Тоже здесь можно найти. Но если в ревизских сказках написано уже крещенные имена православные, то, возможно, здесь уже дальше и женились они, и записи здесь есть. А потом уже эти же метрические книги являются источниками там, для сведений о статистике, о том, чем люди болели, когда были эпидемии, вот, например, оспы, да, там прямо целые десятки людей, умершие от оспы, указано. Здесь можно узнать имена, например, чиновников, которые вот в XVIII веке у нас жили и работали, потому что документов, например, других у нас не сохранилось, тоже источник. Тут можно понять, что вот эти все чиновники, казаки, они давали свои фамилии людям, которые крестились. Слепцов, это, например, да, был миссионер Слепцов, который ездил по северным округам, крестил людей, и много его фамилию брали. Эверстов, да, вот Эверстовы, был чиновник, жил в конце XVIII века, в начале XIX. Вот под его фамилией люди крестились, в Намском улусе распространялись. Очень много, да. Поповы, вот священники Поповы свою фамилию давали там же, Протопоповы, например, там казаки свои фамилии давали. Бывали, что в одной семье, например, одного сына крестили как Чирикова, второго сына как Горохова. И как бы родословные две семьи пошло. А на самом деле предок у них общий. В одном наследии могут быть крещенные люди под фамилией Колодезников, но это не родственники, а просто несколько семей. Постепенно можно это все выяснить по документам, по ревизским сказкам, по метрическим книгам. Надо иметь терпение, чтобы дойти. Усидчивость. Усидчивость. Такие поиски большие, да? Да. Ага. Есть Яндекс.Поиск. Как этим могут люди воспользоваться? В прошлом году Министерство культуры заключило соглашение с компанией Яндекс о том, что вот мы архив передаем им отсканированные метрические книги церквей Якутской области, и они их как бы прогоняют через свою вот эту компьютерную искусственный интеллект, нейросеть, которая распознает рукописный текст. То есть, если сейчас машинописный текст компьютер легко распознает, то проблемы с рукописным. Потому что вот я показывала, почерк разный. И в декабре эти наши метрические книги стали доступны в их проекте Яндекс.Поиск по архивам. Кроме нас, там много других архивов со всей России. И там можно осуществлять поиск по метрическим книгам. Если вы пишете фамилию ребенка, имя ребенка, имена родителей, там есть фильтр. В фильтре выставляете, что это документы Национального архива, и примерные годы указываете. Нажимаете кнопочку «Найти». Он ищет по всем вот этим рукописным метрическим книгам и выводит результаты. Много будет разных результатов. Там могут быть и ошибки в написании, имен, названий наших административных единиц. Но, в принципе, можно понять по именам, что текст выходит, и рядом картинка. Читаете текст, думаете, что это ваша родня, нажимаете на картинку, открывается метрическая книга, и вы смотрите, это запись про ваших или не про ваших. И смотрите дальше. Это как бы удобно вообще в целом в поиске, да, по метрическим книгам. Не надо листать, там, я говорила, 10 лет 10 книг листать, да. Но иногда бывает так, что был брат, он куда-то уехал, у нашего дедушки, мы его найти вообще нигде не можем. А раз благодаря этой программе можно узнать, например, что он был, например, тот же Мегинским, а сел в Алёкме, и там и женился, и детей у него там рождались. Так что эта программа помогает искать, охватывать широкие, все метрические книги нашего архива. В этом удобство Яндекс.Поиск. Да. Он читает тексты. То, что у нас есть ревизские сказки, посемейные списки, это просто вы листаете и ищете то, что вам нужно. Сами листаем, сами ищем. Удобство Яндекс.Поиска, если он прочитает текст, тогда он может сразу нас привести к этой строке, допустим. Да. Автоматически он родословные не делает, просто показывает результаты поиска. Вы сегодня сказали, что вы нашли по Яндекс.Поиску. Как вы искали? Допустим, я вчера не нашла.
Не, ну, просто получается, что написала имя родителя, Гаврил, получается, Гаврил, Петров, Герасимов, Ага. и имя Иннокентий. Вот так нашли. Да. А там вот принцип, как у нас метрические книги, там все в именительном падеже написано. Вначале имя ребенка, потом имя, отчество, фамилия отца и имя, отчество матери. В именительном падеже. То есть отчество отца не пишется так, как сейчас мы привыкли. Да, без Если он Петрович, то там Петров. Петров. Там, может быть, этот Гаврил так написано, что он его не так прочитает. Ну, как бы затягивает этот поиск. Можно попробовать разные варианты искать. Ага. А вот как определить, какой наследник относился к определенной церкви? Есть у вас вот указатель? Или... Да, справочник у нас есть. Там можно... у нас есть указатель наслегов, и там указано, что вот, например, там первый Жерханский наслег Нюрбинского улуса обслуживался такой-такой церковью. Указатель на саму церковь, где указано, за какие годы какие книги имеются. До 17-го года, вы сказали, 120... 4 или 5 церквей было. Церквей. Да. По всей Якутии. По всей Якутии. Вот. В Якутске... Города Якутска, ну вот это Троицкий собор, Предтеченская, Преображенская, Николаевская, Богородская. Потом Спасского монастыря церковь была. Была еще церковь тюремная. При семинарии была церковь. Ну, вот. Так что в городе у нас было много церквей. А в Мегинском улусе до революции сколько там было? Была Мегинская Богородская церковь, Жабыльская, Тюнгюльнская, Усольская. Ну, Харанская — это вот сейчас село Майя. Это Майнская церковь там была. По-моему, в основном так. 897 года первая перепись нет по Мегинскому и Барагонскому, да? Барагонскому, Байгантайскому улусам, Восточно-Кангаласскому. А почему нет? Интересно, это просто церковь сгорела? Это вот неизвестно, почему у нас сохранились эти экземпляры. Их вроде в 2 экземплярах составлялись эти материалы. Видимо, как-то по одним сохранилось. У нас даже есть отдельный фонд, переписной участок Батурусского улуса, этой переписи. И там прямо переписные листы современных Ангинского, Чурапчинского и Татинского улусов. И даже есть Дюбсинские. Это вот часть сейчас Уселданского улусов. Есть переписные листы. У нас люди приходят и говорят, да, что у нас говорят, что все сгорело, но я вот думаю, ну, а мы предлагаем вот то, что у нас есть, вот вторые экземпляры, которые отправлялись в духовную консисторию. Конечно, нельзя сказать, что у нас 100% сохранность. В каких-то моментах, каких-то годов не хватает. Ну, например, там 1847 года книг не по всем улусам наслегам есть. Или там на 1909 год северных церквей некоторых нету. Вот, не сохранилось. Но то, что там не сохранилось, компенсируется материалами переписи, например. То есть, если там год рождения не получается установить, ну, хотя бы возраст указан в посемейном списке. В тот раз на лекции говорили, что есть, ну, сословная принадлежность, и кого-то записывали конкретно. Да, в метрических книгах указывалась сословная принадлежность. Основное у нас население в Якутии были инородческое население, инородческое сословие. Значит, делились они на бродячих и кочевых. Значит, кочевые — это у нас якутские наслеги. То есть в метрических книгах писали, например, якут там Жахсагонского, родник Жахсагонского наслега, или родович Жахсагонского, или народец Жахсагонского наслега. Указывался наслег. Также, например, если вот бродячие, это вот ламуты, тунгусы, юкагиры, ну, писали, конкретный род указывался. Кочевой инородец и бродячий инородец. Мне кажется, что там разницы-то большой нету, все равно кочевал. Потому что кочевал с летника на зимника, я не знаю, да? А бродячие, потому что у них не было как бы вот урочищ, аласов, они ходили по рекам, по тундре, то есть не было определенного, ну, как территории. А якутские наследия все-таки границы какие-то были. Зимник, летник. Здесь у нас еще были крестьяне, купцы, мещане сословия, ну, чиновников писали там по должностям всех, казаки отдельные сословия были. Ссыльные могли жениться на местных девушках, ну, тогда в метрических книгах написали, что вот ссыльные. А если не женились, да,
то если рождались дети вне брака, то детей записывали на мать всегда. Да. Отец в метрических книгах не указывался, ну, только если потом они женились, как бы можно было как-то узнать. Предпочел остаться неизвестным, да? Не, всякие случаи были, но если как бы ребенок рождался без отца, указывали только мать. А если сын был 18 века, это очень сложнее, мало документов. Родословную, чтобы составить. Есть электронные программы. Как называется программа и как с ним работать? Ну, существует много программ, отечественные есть, прям древо жизни наше отечественное, ну и другие. Принцип такой, что программу можно скачать или зарегистрироваться там в интернете. Есть там демо-версии, есть платные, есть там условно, бесплатные, видимо, есть. Можно поискать в интернете, какой вам удобно. Вы заполняете там в этой программе карточки на каждого человека. И к этому человеку там можно создать отец, мать, брат, сестра. Ну, то есть каждому человеку можно семью добавить, и потом между собой там уже связь сделать. И нажать кнопочку в этой программе «Построить дерево», и схема автоматически строится. Была такая информация, что вы оцифровали документ удостоенных медалей за трудовую доблесть. У нас есть базы данных награжденных медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Там, если в нашей программе АИС и ЛАР архив, вы в строке поиска напишите фамилию, имя, отчество, там выйдет тематическая карточка, и можно заказать это дело. Там будет представление к награждению, за что представлено к награде. Там есть акты вручения этой медали. Также у нас есть база данных по призывникам на Великую Отечественную войну. У нас документы якутских военкоматов за годы войны все оцифрованы, и в этой программе тоже можно их посмотреть. Мы цифровали то, что наиболее востребованное. Это родословные документы, которые, чтобы за их сохранность физическую мы были спокойны, и наиболее востребованные. Титанический труд. Сколько лет люди оцифровывали, и до сих пор, наверное, оцифровывают. Да, более 10 лет у нас эта программа в архиве идет, но это она ускорилась за последние 3-4 года. Все метрические книги оцифрованные есть. Да. Все ревизские сказки из 10. Из 10 у нас было 7 ревизий, а материалы у нас есть по 6 ревизиям. Но не по всем улусам наслегам, то есть там по-разному. Посемейные списки есть. Вы сказали, исповедальные ведомости есть. 822-862 года, да? Отдельные посемейные списки есть отдельных улусов наслегов. По городам, есть, например, однодневная перепись населения. В 1875 и 1885 годах проводились переписи населения городского. Якутск, Вилюйск, Алекминск, Верхоянск, Среднеколымск. Городское население. А это же как бы все сословные. Там и крестьяне, и казаки, и купцы, и мещане. Все, кто в городе жил. Перепись называлась однодневной. То есть как будто в один день все пришли и все переписали в один день. С детства мечтали быть архивистом. В школе, когда у нас был ярмарка профессий, учебы, я узнала, что готовят на архивистов на историческом факультете нашего университета. Как я узнала, так и решила, что туда поступлю. Интересно, что тянет человека к древним документам? Меня история всегда интересовала, а история мне больше с документами лучше работаться, чем другие направления нашей исторической науки, деятельности. Поэтому архивное дело, с архивами работать. И, в общем, эту специальность выбрала, и уже сколько лет работаю. Вам нравится? Да. Потому что по родословным интересно работать, но и у нас и другие, мы делаем запросы по разным темам, так что очень разнообразное направление нашей работы у нас в отделе. Каждый день что-то новое. Да, что-то новое, да. Вы довольны, что выбрали делом жизни эти старые документы? Да. Очень. Да. Мы раньше работали, сейчас показывали вам ревизские сказки, а так сейчас мы же тоже все в компьютере смотрим, и прямо я сама сейчас трогаю. Я больше, наверное, 2 лет вообще их не трогала, не трогала такие документы, чтобы сейчас их смотреть. Интересная беседа у нас с вами получилась. Те, кто заинтересовался, можете зайти на сайт Национального архива, набрать АИС и ЛАР и по видеоинструкции начать поиск. Успехов вам в этой очень
увлекательной, интересной поисковой работе.